Свой юбилей Ахтям Мухаметович встретил на рабочем месте. Старейший работник радио продолжает трудиться в родном телецентре, куда он в 1960 году еще молодым пареньком после армии устроился звукооператором. За более чем 40-летнюю трудовую деятельность Ахтям Мухаметович освоил весь конвейер выпуска радиопродукции. Техник радиовещания, старший электромеханик, инженер, начальник участка радиовещания, начальник цеха радиовещания и звукозаписи, специалист высшего класса и универсал. Его богатый опыт так помогает молодым. Они гордятся, что их учитель – уважаемый ветеран радио, о котором все отзываются, как о добром, внимательном и исключительно порядочном человеке. Сам же Ахтям Мухаметович помнит своих учителей, что когда-то научили его не просто хорошо работать, а привили любовь к самой лучшей профессии. Тогда объем вещания у нас был небольшой, где-то 4 часа. Утром, днем, вечером работали. Работали на старом ламповом оборудовании, но тогда оно прекрасное было, по тем временам техника это. Четырехканальный путь стоял здесь огромный такой, очень надежный был. Люди хорошие работали. Юмашев Асхат Абдрахимович, он проработал где-то до 75-го года, потом ушел на пенсию. Сергей Дмитриевич, главный инженер Госкомитета. Прекрасный звукорежиссер, который создал фактически нашу фонотеку. Это Мельников Георгий Николаевич. Инженер лаборатории Альберт. Ну, если вспомнить тех людей, которые, когда я поступил работать, Анис Латыпов был, Роберт Лазин. Отличные ребята. Я у них научился работать. Они мне, как сказать, передали свой опыт. И я остался, как сказать, взамен им, когда они ушли, уже я... Это ваши учителя. В свою очередь, Ахтям Мухаметович, вы стали учителем, старшим наставником для нового поколения ребят. Но ребята, которые сейчас уже работают, научились работать, они сознанием дела относятся к своему делу. Вот. Короче говоря, все переходит в надежные руки. Церемония чествования юбиляра длилась всего четверть часа. Ахтям Мухаметович всегда отличался скромностью и дисциплинированностью. Ведь дело радио, впрочем, как и всякое другое, требует точности, строгости и ответственности. А еще большой любви. И не только к профессии, но и ко всем, кто рядом. Секретом поделись, Ахтамар, как тебе удается остаться молодым, обаятельным? Да тут, наверное, очень просто. Когда еще в прошлом раз, когда мне 60 лет было, Расима Каримовна сказала, так интересно, между прочим, говорит, если у человека добрая душа, он любит людей, уважает людей, несмотря ни на какие ранги, тот, говорит, наверное, остается. Поняли секрет? Быть добрым, ласковым. Я к тому, конечно, вам должен как бы сказать, вы на ближайшие там лет 20 на пенсию не рассчитываете. Да, в ближайшие лет 20 на пенсию не рассчитывайте. Не расслабляйтесь. Да, не расслабляйтесь. Спасибо большое. Спасибо. Письменное разрешение администрации. Работать. Большое спасибо. Всем большое. Еще раз.